Несомненно, День Победы в первую очередь праздник военных. Тех, кто с оружием в руках защищал Родину и в случае необходимости готов защитить ее снова. Звучит государственный гимн, в зал торжественно вносится легендарное знамя Победы и собрание, посвященное 25-летию освобождения Абхазии от грузинских оккупантов, открыто. Министр обороны Абхазии Мераб Кишмария в 1992-1993 годах, командующий Восточным фронтом, поздравляя всех с главным для нашей страны праздником Днем Победы, рассказал об истории войны, о роли президентов Абхазии Владислава Ардзенба и Сергея Багапш в достижении цели – приобретении свободы и независимости. Приближая этот день, сегодняшние ветераны поднимались в атаку, проявляли трудовую доблесть в тылу. И сегодня, спустя 25 лет, мы чтим личный подвиг каждого. Память об беспримерном мужестве всех, кто сражался с оружием в руках, самоотверженно трудился, помогая фронтам бережно храниться народом. На торжественном собрании Министерства обороны с поздравительной речью выступил президент Рауль Хаджимба. Как отметил глава государства, основой и гарантом стабильности и национальной безопасности страны были и остаются вооруженные силы, которые с каждым годом наращивают свою боеспособность и профессиональные навыки. Наша армия, сформированная в тяжелых условиях военного противостояния в период Отечественной войны, продолжает достойно нести эстафету славных героев, проявивших высокую самоотверженность и отвагу в дни, когда решалась судьба Родины. Залогом укрепления обороноспособности нашей армии является молодое пополнение, умело заимствующее профессиональный опыт и боевую выучку старшего поколения. Мы высоко ценим успешное взаимодействие оборонных ведомств Абхазии и России в рамках достигнутых договоренностей и соглашений. Уверен, что это военно-техническое сотрудничество двух дружественных стран есть гарант безопасности развития наших государств. Рауль Хаджимба вручил 15 военнослужащим Министерства обороны и Генерального штаба, участникам Отечественной войны, юбилейные медали за победу. Среди первых награжденных ветеранов ведомства Мераб Кишмария, Владимир Ануа, Аслан Анкваб, Беслан Цвижба, Гурам Инукоглы, Даур Шикерба, Лизберт Порцхолаглы, Нубзар Зарандия, Ханус Айба, Леонид Кишмария, Агаек Шахламджан, Гарик Парцхалия, Адгур Гумба, Гарри Отерба и Анна Шакрыл. Посол России в Абхазии Алексей Двинянин, поздравив абхазский народ с Днем Победы в Отечественной войне, отметил, что Россия и впредь будет поступательно помогать Абхазии в развитии государства. Я глубоко признателен Мерабу Борису Па за приглашение принять участие в торжественном собрании сегодня. Рассматриваю это как знак солидарности и сотрудничества с вооруженными силами Российской Федерации, с российским государством, российским народом в целом. Хочу заверить, как посол Российской Федерации в Республике Абхазия, назначенный президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, что современная Россия никогда не откажется от своих слов, от признания республики и продолжит поступательную помощь и содействие развитию как государства, так и всего народа Республики Абхазия. С праздником Победы всех собравшихся также поздравили находящиеся в эти дни в Абхазии министр обороны Южной Осетии Ибрагим Гассиев и председатель Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики Александр Щерба. После торжественной части состоялся праздничный концерт.